Сегодня в программе «Другой ракурс» я расскажу о талантливой девочке, которая сумела покорить сердца зрителей на Всероссийском культурно-благотворительном фестивале детского творчества «Добрая волна». Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии в мир детского творчества. Курчуловская школа искусств – это место, где творчество и вдохновение находят свое выражение. Ученики имеют возможность погрузиться в мир фортепиано, освоить искусство вокала, раскрыть свои таланты в театре и хореографии, а также познакомиться с уникальными традициями Дечик Пондара. Это не просто образовательное учреждение, а настоящая творческая лаборатория, где каждый может найти свое призвание и раскрыть потенциал, обретая уверенность и радость в самовыражении, и даже участвовать во всероссийских конкурсах. Одной из самых запоминающихся участниц стала Асинат Битирсултанова из Курчулойской детской школы искусств. В сердце Казани прошел уникальный всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна», собравший юные таланты со всей страны. Она, как победительница отборочного этапа в номинации «Сценическое искусство», представила стихотворение «Дети войны» поэтессы Лоры Таси. Ее искреннее исполнение тронуло жюри, и Асинат была награждена званием лауреата финала фестиваля. Асинат, что для тебя значит участие в фестивале «Добрая волна»? Почему ты решила принять в нем участие? Прежде всего, это обмен опытом. Я там получила новые знакомства и новых подружек. Какие эмоции ты испытал, когда выходил на сцену для выступления? Конечно же, были немногие волнения, но я хотела им показать, как я выступаю. Почему ты выбрала стихотворение «Дети войны» для своего выступления? Что оно значит для тебя? Оно очень актуальное и трогательное. Сейчас везде идут войны, а я не хочу этого. Я хочу жить под мирным небом. Как ты готовилась к своему выступлению? Были ли у тебя волнения перед выходом на сцену? Время выхода, конечно же, было маленькое волнение, но я его преодолела. Тебе понравился фестиваль? Расскажи, какие новые знакомства там были. Я подружилась со своими подружками, с Марьям и с Серафимой. Марьям, если что, живет в Казани. Она тоже очень хорошо рассказывает стихи. Оборванного мишку утешала девчушка в изувеченной избе. Не плачь, не плачь, сама не доедала. Полсухаря оставила тебе. Снаряды пролетали и взрывались, смешалась с кровью черная земля. Была семья, был дом. Теперь остались совсем одни на свете. Ты и я. А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем. И смерть вокруг летала злою птицей, бедой нежданной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу. И мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят. Но в тишине свистели пули звонко, зловещий отблеск полыхнул в окне, и выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание, ни голоса не слышно. Победу нынче празднует страна. А сколько их, девчонок и мальчишек, осиротела подлая война. Преподаватели Курчуловской школы искусств полны энтузиазма и вдохновения, часто подают заявки для участия в различных конкурсах, стремясь раскрыть таланты своих учеников. На этот раз они решили выдвинуть Асинат Битирсултанову, которая и представила школу с чтением своего стихотворения. Мака, расскажите, как вы определили участницу на конкурс? Ну, должна сказать честно, талантливых детей у меня достаточно много. Выбор пал именно на нее, Асинат Битирсултанова. Что я могу сказать о девочке? Девочка очень любознательная и очень влюбленная в театр. Ей интересно все. Она и стихи декламирует у нас, она и в детском КВНе прекрасно справляется. И она у нас оттачивает актерское мастерство в сказках. Вот в настоящее время мы готовим сказку о потерянном времени.
Там она будет играть роль сказочницы. Хотя, конечно, сама она захотела роль злого волшебника. Ну уж я-то знаю ее характер. Она девочка способная по природе своей. Она добрая, спокойная девочка. И поэтому ей пока что подчиняются только положительные герои. А еще есть талантливые дети? Бесспорно, талантливые дети есть у нас. Это и Самита Умаева, это и Мухаммед Джамбеков. Давайте я вам покажу Мухаммеда Джамбекова. Давайте. Готовый артист. Мухаммед, иди сюда. Мухаммед, хочешь прочитать стихотворение нашим гостям? Давай. Стихотворение называется «Красивая девочка». Поехали. Она косички заплела и завязала бант. Она красивая была. А я не виноват. Да я б ей слова не сказал и никогда не тронул. А тут и бант ей развязал, и за косичку дернул. А у нее еще глаза и в белых гольфах ноги. Ну невозможно, но нельзя не встать ей на дороге. То в платье розовом с каймой, то в белом еще хуже. Ну как же мне ее водой не окатить из лужи? Молодец, молодец. У нас много классов функционирует. Это и класс искусства театра, вот детки как раз пришли ко мне на занятия. Это и вокал. Кстати, я вас сейчас поведу туда. У нас и хореография есть, и декоративно-прикладное творчество, и РЭР, раннее эстетическое развитие. Я веду в этой школе класс искусства театра. Как я уже сказала ранее, у меня талантливых детей достаточно много. Вот они пришли ко мне сегодня на занятия. Буквально через некоторое время мы начнем свой урок. Так, есть среди них детки, которые уже 3 года занимаются. Есть новички. Вот, например, Айдима, новенькая девочка. Так, Мухаммед, Самита. Так, замечательно играет у нас в детском КВНе Марха Апазова, хорошая девочка. Самита, умничка. Так, про нее мы уже говорили. Ну, это у нас актриса самая настоящая. Очень хорошо справляется в сценках. Адам новичок, правда, у нас все еще впереди. Мы очень часто выезжаем на различные конкурсы, как республиканского масштаба, так и межрегионального, всероссийского и даже международного масштаба. Мы выезжали в Махачкалу, там у нас было гран-при в номинации «Сценическое искусство». Мы ставили сценку, которая называется «Модели». И даже у нас был сертификат на 10% скидку. Мы были приглашены в Алушту. Ну, так получилось, что мы не смогли туда выехать, в общем, там по определенным причинам. Но детки везде, вот где выступают, у нас прекрасные результаты. Я довольна. Очень хорошо, как приятно это слышать. Пойдемте, я вам покажу следующий класс. Здравствуйте, детки! Здравствуйте! Садитесь. Так, это у нас класс РЭР, раннее эстетическое развитие. Их преподаватель Зулихан Исаевна Мустабирова. Здесь детки учатся читать стихи, работают над развитием речи. Хочет кто-нибудь стихотворение прочесть? Нет? Нет желающих? Да вы что? Так, пойдемте дальше, я вам покажу. Экскурсию по Кучалойской детской школе искусств мне проводит Дудаева Макка Резвановна, зауч по учебно-воспитательной работе и преподаватель театрального искусства. С ее внушительным стажем работы в 45 лет, из которых она 14 посвятила культуре, Макка Резвановна является настоящим вдохновением для своих учеников. Сейчас мы куда идем? А сейчас мы пойдем в читальный зал, в детский читальный зал. Здравствуйте, дети! Садитесь, садитесь. Детки, у вас сегодня в гостях телевидение. Им очень интересно посмотреть, как вы тут занимаетесь. Эти детки приходят сюда после школы. Они очень любят заниматься здесь, любят читать книжки. Здесь для них проводятся различные викторины. Вот педагоги с ними работают. Так, что мы тут читаем? Ну-ка, покажите мне. Про космос. А вы, наверное, знаете, что у нас скоро отмечается День космонавтики. Какого числа? 12. Ой, какие молодцы, а! Какие умные детки, видите? И все почему? Потому что много читают у нас.
В Курчеловской школе искусств танца занимает особое место, наполняя пространство энергией и радостью. Здесь каждый шаг, каждое движение – это не просто искусство, а способ самовыражения. На занятиях по хореографии ученики погружаются в увлекательный мир ритма и грации. А сейчас мы с тобой пришли в танцевальный зал. Здесь занимается танцевальный коллектив Курчеловского муниципального района. Так, давай посмотрим на них, какие красивые девочки у нас сегодня на занятии. Софа, а ты умеешь танцевать? Умею. Давай посмотрим и на наших деток. Как же они, интересно, умеют танцевать. Маленькие танцоры являются любимицами публики. Ни одно выступление в нашем Курчеловском районе не обходится без их участия. И постоянные выезды у них бывают, и на всероссийские конкурсы они выезжают, и на международные. Вот недавно они были в Пятигорске на фестивале детского творчества, и оттуда приехали очень довольные, показали им свой талант, показали красоту нашего чеченского танца. Замечательные детки занимаются тут у нас. Расскажите о хореографах. Руководители этого танцевального коллектива Ислам Амарович Тулаев, пожалуйста, вот он, и Иман Бувайсаровна Даудова. Наши руководители, вчерашние наши выпускники, они уже успели зарекомендовать себя на этой работе, уже лет 7-8 работают они в данном учреждении. Прекрасные, замечательные и очень ответственные хореографы. Что Ислам, что Иман. А сейчас, Софушка, мы попадаем в класс живопись. Здесь занимаются наши... Здравствуйте, детки. Здравствуйте. Садитесь, садитесь. Мы попадаем в класс живопись, где детки с удовольствием у нас рисуют. Причем рисуют они в различных техниках. Давай посмотрим на их работы. Их работы выставлялись на различных выставках у нас в республике и даже за пределами республики. Не раз и не два их работы были отмечены грамотами, дипломами первой, второй и третьей степеней. Так, давай посмотрим. Ты у нас красками рисуешь, да? Как тебя зовут? Заур. Так, что ты сейчас будешь рисовать у нас? Дерево какое-то рисуешь? Так, хорошо. В классе живопись у нас занимается 24 обучающихся. Занимаются они в 2 смены. Есть первая смена и есть вторая смена. Кому в какую смену удобно, в ту смену детки и приходят. Преподаватель у них Абубакар Зайндиевич Татхаджаев. Уже имеет достаточно солидный стаж работы, очень хорошо справляется со своей работой, и очень детки любят и уважают своего преподавателя. А почему? Потому что он очень хорошо объясняет им. Наша программа закончилась. До следующей встречи. Пока!